Доброго дня вам! Я Мурат бин Муслим, и вы на канале Курдское просвещение. Я продолжаю тему репрессированных курдов. Сегодня я приехал в город Каскелен. Это Алматинская область, Республика Казахстан. Здесь я нашел еще одного очевидца страшной трагедии 1944 года. Смотрите далее. «1944 год. Пик сталинских репрессий. Одно из самых больших преступлений против человечества, когда сотни тысяч людей были выселены со своих домов. Их погрузили в вагоны для скота, поезд тронулся, и больше они никогда не вернутся. Больше месяца длилось это адское путешествие. Поезд то и дело останавливался на станциях, где в лютые январские морозы людям давали хоть что-то поесть. Очередную партию трупов просто выкидывали из вагона. И так на каждой станции. Амине Рапятовой тогда было 7 лет. Она чудом выжила из этого ада. А много людей поезда умерло. Все бросило. Кто умирает, бросит. Кто умирает, бросит. Выкидывали, да, их? Да, выкидывает. Выкидывает. Пока приехали, наверное, много людей умерло. Да, много умерло. Много умерло. Потом приказ вышла. И Сталин говорит, их яма, дарья, море кидай. Повеза море кидай. А один пришел, говорил, нет, не будем море кидать. Вас хотели в море, да, скинуть всех? Да. Нас хотели в море кидать. Повеза. И Сталин говорила. И Сталин говорила. Ох уж этот Сталин. Для кого-то он вождь, для кого-то он черт. Зачем надо было выселять десятки тысяч людей? На сегодняшний день никто не может дать ясный ответ на этот вопрос. Чтобы узнать хоть какую-то правду, я приехал в факультет истории. Здесь я встретился с профессором Казахского национального университета имени Аль-Фараби Ахметовой Лейла Сейсенбековной, доктором исторических наук. Вопрос, который вы задали, он очень сложный, он очень тяжелый. Он в каждой репрессированной национальности, депортированной, он гвоздем сидит и ноет всю жизнь, потому что это и травма, это и обида, и вопрос, почему? Почему произошло с моим народом? И я хотела бы сказать следующее. Во времена Хрущева стали говорить о том, что вот главный виновник Сталин, показали пальцем и начали валить на него и на его ближайшее окружение. Это была вина очень многих. И вина была в том числе и людей из той национальности, которая была репрессирована. Но я повторяю много раз о том, что в каждом народе есть свои герои и свои негодяи. Сталина винить одного не надо, отвечал не только Сталин, но и его ближайшее окружение. Верхушка любой национальности, которая была репрессирована, Сталину опять попадает докладная записка о том, что, в данном случае на Кавказе вот такие-то, в том числе и попало и грузины попали. И он это выслушал, но получилось так, что всех тех, которые в этой докладной записке оказались, их всех выселили, а грузин оставили. Вот это вот есть двойные стандарты, которые опять есть в любом государстве. Но в годы войны, по нашим подсчетам, только в Казахстане около 1 100 000 человек, а затем, значит, уже сразу захватить еще несколько послевоенных лет, то 1,5 миллиона людей, это с 1937 года, было переселено. И, пожалуй, я могу сказать следующее. Я вот попыталась сравнивать. Очень трудно сравнивать, и, может быть, это не надо, но
курды оказались наиболее привержены к своей истории, к своим традициям, обычаям. И они более цепко держатся за это. В результате получилось так, что курдские диаспоры, они сохранились. Они ведут свою жизнь внутри диаспоры, то есть передают своим детям знания и внукам и так далее. После смерти Сталина осталось много тайн и вопросов. Вот одно из высказываний кровавого диктатора. Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора. Но ветер истории безжалостно развеет ее. Да, ветер истории безжалостно развеял все и донес до нас весть о миллионах сломленных судьб. Мы еще долго будем разбираться в этом. Вернемся в город Каскелен. Несколькими улиц дальше я нашел пожилую пару. Их тоже репрессировали в 1944 году. Это Шамоев Абдулла Аббасович, 1936 года рождения, и Шамоева Кишмиш Касимовна, 1940 года рождения. Это жертвы сталинских репрессий. Свидетелей тех дней осталось очень мало. Чтобы сохранить нашу историю, я стараюсь найти и рассказать об этих людях. И также прошу вас, распространяйте наше видео и подписывайтесь на наш канал. Тем самым вы поможете сохранить историю. До встречи, друзья!